Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в стенах Национального музея имени Кузибая-Герда. Находимся мы в фойе блока Б. И здесь представлена такая очень уютная, пусть и небольшая экспозиция, посвященная Крыму. Моя часть в данной экспозиции художественная. Мне посчастливилось быть в Крыму в 2013 году и весной, и осенью. И вот именно как раз в этот момент было создано несколько картин, к ним этюдов по этому замечательному месту. В основном писал в Севастополе, в его пригородах, то есть далеко не уезжали. Немножко, конечно, были внутри Крыма, но в основном это Севастополь, пригород его Фиолент, Балаклава, Артемьевский пляж. Вот здесь есть пейзажик с видом из пещерного монастыря Саввы Старожевского. Это пещерный монастырь приблизительно где-то 4-5 век. То есть это вот самое раннее христианство. Это еще до того, как Османская империя захватила данный полуостров. Так, что касается живописи. Вот я сейчас готовлю палитру и непосредственно вот материалы. Материалы это у нас масляные краски. Холст это холст на картоне. Так как работа у нас предполагается выполняться в один сеанс, то есть, в общем-то, я ее буду писать без лака и масла. То есть, с небольшим совсем количеством. Здесь его вот этого лачка есть. Я сюда добавляю white spirit очищенный. Вот. Он как раз не такой пахучий, поэтому им работать достаточно комфортно. Небольшое количество, чтобы это побыстрее высохло потом. Сикатив, ускоритель сушки эмалей и красок. Вот, царицынские краски выпускают такой, он недорогой по отношению ко всем остальным сикативам художественным, которые продаются. Но его, в принципе, достаточно. Его совсем немножко надо капнуть туда. Вот. И потом все смеси, а в основном это долго сохнут смеси, которые с белилами идут, вот, они высыхают, естественно, намного быстрее. Почему его надо немножко совсем туда добавлять? Потому что он может вызывать потом в будущем небольшие потемнения. Поэтому его надо чуть-чуть. Вот. Так, сейчас вот у меня здесь есть со вчерашнего сеанса немножко краски, чтобы лишнего не выдавливать. Я как раз возьму вот с этой палитры. Белила это в основном самая расходуемая краска в масляной живописи, потому что очень много цветовых замесов делается именно как раз на основе белил, поэтому обычно белил всегда берется больше. Ну, то же самое, как и в гуаши. Вот немножко у меня здесь еще красная осталась красочки. Так, из интересного. Ну вот, я могу, конечно, показать, как писать с большим применением разных цветов, так и показать, как все делается достаточно в аскетичной палитре. К чему? К тому, что можно взять буквально 3-4 цвета и при этом добиться таких очень приятных результатов, потому что когда обычно живописцы начинающие работают красками, случается как? Разных цветов навыдавливали, видим зелень, шмяк туда, зелень.
видим голубое небо, сочное, небо голубого туда. Там где-нибудь желтенькое что-нибудь увидели, и оранжевого, и желтого туда набухать, то есть вот так, чтобы прямо аж горело, все сияло. Вот. Но в связи с этим получается очень часто светофор. То есть такие яркие цвета, несбалансированные цветовые отношения, ярко, богато, нарядно, но аляповато. Диковато, да. Вот. И вот, чтобы вот этого избежать, можно идти по несколько другому пути. То есть вот есть такие прямо задания, они близкие к гризали. Гризаль это обычно два цвета, то есть там белила и какая-нибудь там или черная, или охра, там, или коричневая, или еще что-нибудь. В данном случае мы с вами что можем сделать? Мы можем взять, скажем, черную. Черная у нас будет давать цвет как черный, так и голубоватый, потому что в разбеле она дает такой нежный холодноватый оттенок. Черные разные, есть теплые, есть холодные. В данном случае мы берем кость жженую и оцелю. Вот. Сейчас. Ну да. Вот. Черная, вот, кость жженая, имитация. Она такая холодная. Вот. Красную у нас, к примеру, будет заменять сиена жженая. Она и красненькая, и коричневая. Желтую у нас как раз будет заменять охра желтая. Она и охра, и желтенькая. Соответственно, все зеленые оттенки у нас будут доводиться с помощью смешения желтой и черной. Получается зелененький оттеночек. Вот. Сиреневатые оттенки, то есть это уже ближе вот к разбелу, скажем, белил, черный и немножко сиена жженый. Так, дальше. Что касается кистей. Конечно, кисти синтетические хороши для прописи деталей. Но на первых этапах, начальных, очень хороша краска, то есть кисть именно щетинная, потому что она позволяет в холст, особенно на начале подмалевка, хорошо загонять краску, потому что с нежной синтетической кисточкой вы будете много тратить времени и мучиться. Так, ну что, в общем-то, вот, все оно готово, чего не будет хватать, можно додавить. Вот. Итак, море, чайки, камни. По памяти. Да? Да. Крым мне постоянно снится, поэтому мне фотографии не надо. Только вам и он снится, да. Как крейсер Аврора. Вот, да, да. Так что это, в общем-то, все делается достаточно несложненько. Так, вот данная кисточка такая щетина мягкая, она у нас будет больше для сфлицовывания каких-то кусков. Немножко можем даже что-то сделать и мастихином потом нанести небольшую часть, но увлекаться, естественно, этим не будем. Так. Ну, ты там узнаваемо смотришь, да? Это море Крымское, это там. Ну, мы сделаем море, а там уже Крымское, какое получится, кому что навеет, то и, в общем-то, и будет. Но мы ориентируемся, конечно, на Черноморское побережье. Южный берег Крыма, за полоской дыма. Вот. Итак, вот
жиденько, взял немножко черненький. Скажи, небо меньше, море камней больше. Рынс. Наметили. Дальше. Сиенка. Вот тоже ее чуть-чуть обозначили. То есть я буквально сейчас работаю пока акварелью, без... Как горизонт. Да. Замечаю горизонт. Вот. Первая часть, это мне нужно сделать небо, небольшую растяжечку, такую сероватенькую, голубоватенькую, и потом переходящую в облачка. Вот. Взял белила, вот уже здесь есть черная. Вот. Видите, смешиваю краску, она такая холодненькая получается. Черная разная есть, но это вот индиго, очень такая она истинно черная. Взяли, гоняем красочку. Это как синь небесный у нас. Потом еще чуть больше белил. Вот оно у нас переходит. И видите, пока пользуюсь только вот двумя цветами. Может быть, на кисточке немножко осталось от коричневого. Вот. Чуть-чуть сиенки добавлю. Сделаю ближе к горизонту, чтобы было слегка порозовее. Чем мы сейчас занимаемся, как вот этот вот молодой человек, который является уже сам мастером зрелым и работающим активно, и гравер, и график, работает в диджитал. Вот он, когда пришел учеником, он очень такую фразу емкую сказал: ну все, Денис Владимирович, давайте показывайте все свои секретные приемчики. Вот сейчас, да, вот сейчас, в общем-то, все эти секретные приемчики-то и показываю. Видите, вот чуть-чуть розовиночки дал. Теперь беру белила и немножко теплинки добавляю с помощью охры желтой. Так как у нас здесь уже краска вбита, то есть я акцент ставлю и разгоняю его, смешивая вот с этими цветами. И получается, то есть плавь такая. Сейчас. Вот, и потом списываю и разгоняю с тем цветом, который уже здесь есть. За счет чего как раз и получаются тонкие цветовые отношения. То есть то, что ученикам поначалу делать трудно, на самом деле, то есть вот добивается таким совсем нехитрым способом. Вот. Потом чуть черненько еще и слегка покажем где-то тени.
облаков. Вот. Постепенно у нас вытанцовывается вот небо. Дальше сделаем такую, к примеру, растяжку. То есть вначале наведем камни, потом... Ты берег. Да. Берег. Да, я просто чтобы понимать, где что будет. Вот. Чуть сиеночки и сразу горизонтик. Взяли с грядой горной и обозначили. Вот. Черненькую. Опять же, немножко сиеной. И то, что у нас будет дальше, то будет темнее. До такой степени, да? А будет еще раз белый. Вот. Теперь сразу закладываем с желтой и с охрой побережье. Где-то немножко сиеночки еще. Чуть добавим. И вот сейчас мы будем добавлять белил. Вот как раз больше к черному. И это будем вводить в охру. На этом черном потом будет синее море же, да? А? На этом черном синее море будет. Оно будет синее в пределах вот подобных цветовых отношений. То есть, а оно не прыгнет туда. Прям зимнее море. Черное море. Вот дело в том, что Синее. вы часто, когда смотрите на черно-белую фотографию, вы видите море, но вы ощущаете солнце. Так, есть? Вот. Из-за чего? Из-за четких тоновых отношений. То есть, если тоновое отношение правильно выстроено, если есть там падающие тени, еще что-либо, все, у вас ощущение будет именно таким. Вот. А здесь у нас, вот, посмотрите, у нас еще получается в поддержку-то нам есть и некоторое количество цвета. Вот. Мы загнали уже определенное количество краски кисточкой.
теперь у нас, вот как я говорил, что белил, особенно масляной жидкости, их надо очень немало. Вот мы подготовились. Да? Хорошо, да? Баба, да. Это не жадина, да? Вот. И сейчас мы этими белилами как раз и будем пользоваться. Ну, во-первых, вот видите, только белил добавилось черненького, как больше стало холодного оттенка. Теперь возьмем желтенькой охры. И добавим с белилами первый план. И еще можно этого счастья не пожалеть. Теперь охрочку чуть потемнее сделаю, потому что вот эта вот полоска берега, она от влажности немножко темнее песок выглядит, и поэтому мы ее вот здесь растянем. И дальше уже идут вариации, как раз пойдут с поиском растяжек нужных. Цветовых и тоновых. С пеной морской. Что очень удобно работать в такой вот сокращенной цветовой палитре, это то, что в цветах не запутаешься. Вроде и хочется, то есть там где-то поярче, а нет, нельзя. И то есть и ты тут вот только то, что есть, только то, что есть. То есть все зависит вот от красоты вот этих вот переходов. Да.
добавлять черненькую, чтобы зеленоватые оттенки появлялись. Это уже здесь будет уместно. Потому что волна, она бывает часто такой зеленоватой. Поэтому некоторые моменты, светящиеся в волне, их уже можно и с желтеньким, и с охрочкой смешивать вот как раз вот в данные моменты. То есть куда обычно сразу в первую очередь тянутся ручки, когда пишешь волну? Тут же хочется белые барашки сделать. Еще толком ничего не получилось, растяжек не сделал, но белые барашки уже есть. Вот. Поэтому надо себя несколько от этого сдерживать, чтобы сделать вначале хорошую подготовку. А уже потом и барашки, и чаечки, и все остальное. Мне тоже хочется барашки. Сейчас, но надо чуточку потерпеть. Вот сфлицовывание очень важный такой элемент, он позволяет как раз... Как растяжка? Да. Один цвет в другой, один цвет в другой. Что у нас хорошо в масле? То, что оно у нас не высыхает сиюминутно и моментально, у нас есть возможность один цвет гонять в другой. Смягчать, сфлицовывать. Вот это вот как раз возможности масляной живописи. Барашки. Так. Вот сейчас как раз начинаю вот белую пену волны наносить, и в то же время наносить ее не просто так, а по форме волны, чтобы она как набегала. Крым — это, конечно, такое место, где хочется жить, куда хочется уехать и все, и жить и работать там. Поэтому не удивляйтесь, если я через годик отсюда и уеду. Мы туда будем мастер-классы приезжали. Буду вам очень рад. Мы тоже мечтаем туда переселиться. Переселиться, да. Я уже знаю несколько семей, которые у нас Приехали, да. там. Ладно. Возьму тряпочку. Разбавитель. Будет подтянуть. Рукавом залез.
Вот так вот, если возьмешь white spirit не очищенный, а обычный, так, попишешь так в мастерской в удовольствие, потом найдешь пятнышко, потом возьмешь этот разбавитель, вот, мега такой пахучий, оттер, все, доволен, счастлив, одежда чиста, и заходишь потом в общественный транспорт. И тебя, как от таксиста, все шарахаются. Ну, который только что ремонтировал свой автомобиль, весь пропах. Вот. А вот он выпал. Вот. То есть фактура нам нужна ровно в тех местах, где она нужна. Где она не нужна, то там ее лучше просто так не наносить. К волне вернетесь еще? Да, конечно. Ага, ну какая-то что-то не такая. То есть все очень много зависит здесь от нежности переходов вот этих вот. Берег-то моря берег каменистый или песочный? Все-таки с камнями? Песочный с камушками. Камушками. Сейчас. Там даже барашки отражаются. Объем получился, ладно. Вот. Уже боишься, тут нахлынивает. Нахлынули Да, воспоминания. Все. Так оно всегда говорит. Мы жили, бухта тихая, и вот зимой нам такой цвет был. Ну, при освещении еще вот при таких облаках. Да. Да, абсолютно. Ага. А бухта у нас тихая. Тихо. Тихая, ага. Водом.
за счет как раз вот этой вот нежности отношений постепенно и набирается нужный эффект. Работаю кисточкой щетиной. То есть не переходили на такую, да? Нет еще. Третья волна уже, да? Какая волна больше всего обычно считаешь? Не помните? Что? Какая волна высокая, вот в море плаваешь? 1, 2, 3, 4, а сейчас вот она Ну, я будет. не помню. 9, 8 где-то. Вот где-то могут быть в море как раз тени от облаков. Скажем, какой-то кусочек не освещен, и вот его можно взять и показать. Плюс они еще хорошо, эти темные кусочки, подчеркивают глубины. Не темно? Нет, Нет, нет. Нормально. все отлично. Еще раз повторюсь, то, что очень удобно щетинкой красочку туда вгонять. То есть меньше надо гораздо движений, чтобы и сцепление краски с холстом было лучше, и чтобы в поры самого холста она лучше заходила. Вот туда. Сейчас еще с зеленью поэкспериментируем.
сама вот эта охра, она нам очень много дает разных переходов и Уникально, что море еще ни разу не нарисовать синей краской, да? да, синий, Вообще, это называется. да, синей краски вот здесь нет. Да. А море вроде есть. Да, море есть. Но вот она на Азовское, она похожа. Вот, когда из Черного на Азовскую приезжаешь, она вот такой вот такие краски. Там же все в зависимости от погоды. Ну, да, видно, вода там такая более коричневая, что ли, вот это непонятно. Вот охра кончается. Сейчас немножко еще охры поддавим. Охра желтая кончилась, осталась охра светлая. Охра желтая, вот в этом смысле она получше стоит. И вот понимаете потом, насколько вот уже в такую подготовленную цветовую гамму в самом конце удобно вводить какие-то цвета дополнительные. Потому что уже когда картина вся сформировалась, можно себе позволить и... Не страшно. Когда уже все как бы написано-то практически, то почему бы и нет? Судьба этой картины дальнейшая. Где здесь висит? Все, да, очередной. Экспозиция, экспозицион, лирик, романтик. Я удивилась, что Врубель, да, продавал картины, в основном сами, да, Морозову, продавал за 5, 6, 7 тысяч. Представляете, в то время, да? Это же очень дорого. Рублей. И спускал буквально за пару вечеров. Приглашал всех, пили, ели, гуляли. И он оставался опять с мясом. Ни с чем. Ну как ни с чем? Понятно, обменяем чай. И через невидимого работника покупательного буквально картинки за 300 рублей продает. Мораль в чем? Не спускать, не приглашать, никого не звать, запереться одному и под одеялом все стрескать самому. Может, так и должно быть. В принципе, закончил-то он не очень. Это вы мягко сказали, не очень. Не очень, да. Но зато, ну а что, он и не понял, что он признан гениальным. Какой? Да, Врубель. Вы его любите, Денис Владимирович? Вот. Ведь тоже любите. Как его не любить? Как? Это ж Врубель. Он же гений. Такой рисовальщик шикарный. И живописец. Да, все там идем. Чумачечий. Вот. Что-то вот и
задача в том, чтобы, несмотря на то, что синенькой красочки у тебя нет, а только черненькая, сделать так, чтобы было все солнечно и вкусно. Вот. Так, сейчас. Синенько. Подмерзаете немножко? Нет, ну это у нас специально такой режим, чтобы в тепле не разморило. Это вы все в музее так? Что у вас есть? Чтобы посетитель не потек, не поплыл. Вот. Все ведь для вас. А что, вообще отопление где-то есть, наверное, да? Так и есть, конечно, вы его чувствуете, только вот все как бы вот порционно. Вот оно. Дальше. Сейчас еще чуть-чуть море помочим, потом к камушкам перейдем. Опять же. Чем хорошо его здесь можно? Не понравилось? Гонять, переписывать, счищать на стихийном. Это все как раз позволяет техника масляной живописи. Она в этом смысле прям чудо как приятно и хорошо. Вот. Теперь, скажем, еще можем пройтись по дальнему плану. Взяли сиенку, немножко ее смешали с черненькой и слегка подчеркнули падающие тени. Скажем, освещение у нас отсюда и немножечко. Или, скажем, где-то тень от облачка набежала. Взяли вот так вот, подчеркнули. То есть, когда освещение почти лобовое, но все равно с какой-то стороны видно. Падающую тень. Вот. И это сразу добавляет бонусов солнечности. Там все равно особые вот эти горы. Ни на какие горы не похожи. Выглядит даже, да, смотришь, видно. Вот сразу по одному только по горам показывают пейзаж. Все понятно, где снят фильм. Крым научфильм. Ну, даже подождите, что там, Кавказская пленница же, да? Так, хотите показать осла, дорогу, где его останавливает эта сцена? А мы опаздывали на самолет. Никакого осла. Ничего не надо показывать. Уже опаздывали.
вот за счет того, что уже дальний план написан, небо, то есть выстраивать здесь архитектуру гор намного проще. И при этом, как мы видим, что в другие цвета мы опять же не прыгнули. А зелень там ничего не надо? Можно сделать зелень? Можно. То есть это все вот по желанию. То есть вот там же ведь есть такие куски-то ведь очень разные. Ну да. Захотим зеленушечки пустим, да. Но опять же, очень сдержанный. То есть она будет такой очень мягкой, ненавязчивой. Вот. Теперь сейчас камушки первого плана. Специально их делаю и сразу уже закладываю отражение. Раз. Тут же. Иногда это можно сделать даже вот так. Здесь как раз иногда удобно воспользоваться мастихинчиком. Раз и списать какой-то кусок. А потом достаточно сделать вот, сейчас падающую тень. От камушка. Здесь. К примеру. Здесь где-нибудь. В самих камнях. Мы уже вытягиваем первый план выстраивания. И поверх вот этого всего уже можем сейчас пустить пену. Чего пустить? Пену. Пену? Пену, да.
Это же вода тут. Да. Вон оно что. То есть это специально делалось. Чтобы все отражалось и красиво. Да. То есть кроме волны ты еще фишка вот в этом набегающей воды, да? Да, и в отражении. Ага, отражение прям чувствуется. То же самое здесь. То есть даже если бы здесь этого камушка не было, его надо было бы сюда сделать, прям чтобы вообще он... прям уже взгляд на него падает. Сейчас еще чуть-чуть. Где Владимирович, не устали? Сейчас. Мы сидим, смотрим, я вот устала уже смотреть. А, устали смотреть? Смотреть, да, что видно, каждый мазок перерабатывается в голове, там тоже голова работает. Более чем. Вот так сейчас. Рыженьким. Подхватим. Сейчас. Такое ощущение, что как отлив такой. Бывает, там прилив, отлив, да, в момент. Большой отлив. Да. У вас задумано это было или вы прям по ходу? Что-то по ходу. По ходу. Вообще супер вот эти камни, это вода, пена. Ну, вы верите, что мне хочется в Крым, да? Да. По всему видно. Вот. Есть возможность поехать на Крым на пленэр группой. Давайте. Да. Когда? В апреле, в мае? Осенью. Осенью. В октябре, бархатный Ну, сезон. понятно. Ну, это самое элитное время. Апрель, май, сентябрь, октябрь, я считаю. Там быть, наслаждаться весной и потом закатом лета. Где-то продлится. Ой, там продлишь точно. Нет, даже не было. А? Там Не замечательно. были? В Крыму нет. Не, вы что там вообще самый бархатный сезон точно. Не помню, всегда уезжали в конце сентября, и там по ходу как получалось. В общем, вот. Вот такой вот. Вот что-то напомнили эти камни, по-моему, перещали на мне. Вот что-то такое прям. Хотя он море не рисовал, да? На самом деле у него были морские Были, работы. да? Ну, вот Просто что-то вот мы, такое. Просто мы их мало знаем. Он же ведь был гардемарин, он же морской офицер. Да, вот. Вот, Я они с говорю, братом вот. вместе
Такое христое, и вот эта пена, вот прям. Потом выставили, ага, да? Все посмотрели. А что-то кто-то еще хотел же, да, по-моему? Не знаю, никто. А они пишут, у нас замолчал, не Никто знаю, не что писал. обонялось. Я первая. Ну, кто пришел, тому и повезло. Это мой пряник. Да. Не, хороший, не забуду никогда вот это. Видите, вход свободный, мастер-класс бесплатный. Смотри, только вот, ну, попкорна не хватает, да? Чашечка. Да, чашечку Ну, кофе. что-то горячее, конечно, вот это у нас остается. И группу в полосатых купальниках. Да, красная краска же у вас есть. Делали Давайте, необыкновенные. Денис это Владимирович, же красненького, что. вот красненького там, Чего? пару купальников Ой, да ты бросьте. что? Не надо, прям ты такое классическое получилось. Так шучу, вообще. конечно. Пару. Шучу. А то же Полосатый выдавлено. делай. Красное же выдавлено, жалко остается. Денис Владимирович не останется сейчас баночку. Нет, у меня, конечно, останется. Ну, будем думать, что с этим сделать. Вот. Так что надеемся, что вам было интересно. Да супер вообще. Не то слово. И что вот заметьте, что я очень хотел, то есть как бы вот донести, что можно работу сделать в очень сдержанной цветовой гамме. То есть вот лила, охра желтая, сиена и черная. Вот вам и мода, Все. да?